Слово для доклада, посвященный 105-й годовщине Великой Пролетарской революции, представляется член Центрального комитета нашей партии, первый секретарь Якутского райкома Гуров Виктор Николаевич. Уважаемые товарищи, прежде чем начать доклад, я хотел поблагодарить всех, кто участвовал сегодня в демонстрации и митинге. Несмотря на небольшой мороз, тем не менее мы участвовали, проявили свою пролетарскую солидарность и непоколебимую верность Великой Октябрьской социалистической революции. Ну и второе, замечание какое. Власть не устает, говорить, нужно сплотиться, нужно объединиться, нужно сжать кулаки, вместе сегодня дать отпор врагу. Но вот повод показать свое объединение, повод сплотиться, могла сейчас проявить себя власть. Лучше повода не бывает. Прийти на митинг, который является государственным праздником, не днем, выходным, но государственный праздник календарей. Они обязаны это делать. И ни одного, ни член правительства, ни одного, чиновника, можно так сказать, чиновника в хорошем смысле, ни одного вообще-то с той стороны сделал, да из госсобрания никого нет. Трудно потом им запять, повторять слово «хватит». Не хотят, видно, перемены. Поэтому не слышим отпор настоящих русофобов. Поэтому не слышим отпор настоящим, кто хочет раскачать национальные наши республики, многонациональные, дружные республики, раскачать ситуацию, найти сторонников, которые поддержали свободную Якутию, которая вещает каждый день, десятки часов, и тратит миллионы долларов на то, чтобы найти агентов влияния здесь, в республике, замороченных, фейками, ложью. Так дальше не пойдет. Мы обращаемся, к правительству и говорить будем неустанно. И то, что мы должны сделать. Но мы всегда будем действовать так, как требует этого левый поворот, социализм и народность. Прежде всего, становится некоторых моментов истории. Сегодня все прогрессивное человечество отмечает знаменательную дату 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. День 7 ноября был главным праздником СССР, а орден Октябрьской революции второй по значимости награды после ордена Ленина. Но для нас, коммунистов и патриотов, это именно всегда главный праздник. Он живет в нас, как и наша великая держава СССР, летний юбилей, который мы будем отмечать в декабре. Великий Октябрь не просто главное событие 20 века, это тот исторический рубеж, которым всемирно отмерено начало революционно по своей сути процесс обновления человечества. Это начало новой эпохи. В один из самых тяжелых моментов российской истории, когда империя, охваченная безжалостной империалистической бойней, стремительно разваливалась и погибала, Ленин дал народу лозунги, проникнув величайшим гуманизмом. Мир народов, хлеб голодным, заводы рабочим, землю крестьянам, власть советам. Ленин услышал народ и поддержал. Здесь стоит уточнить и напомнить. Царя свергли не большевики. Это дело генералов, стоявших за ними либералов-западников, отражавших интересы финансово-торгового капитала. К октябрю 1917 года в стране почти все, что можно было разрушить, было уже разрушено. Политикой сначала царского, затем Временного правительства. В октябре 1917 года большевики получили власть почти бескровно. Те требования и программные положения, с которыми большевики на протяжении многих лет шли к трудящимся, начали выполняться с первых же дней советской власти. Они нашли отражение в декретах о земле и мире, в Декларации прав народов России, в первой советской конституции. Это и было предопределено то политическое явление, которое в советской историографии получило название «Триумфальное шествие советской власти». Мифом является и то, что приход к власти большевиков ознаменовал начало гражданской войны в России.
Между октябрем 17 года и началом гражданской войны в мае 18 года лежит временный отрезок целых полгода. В этот период правительство молодой республики делало все, чтобы избежать кровавого гражданского противостояния. Только в 2018 году было открыто 33 научных институтов. Это говорит о ликвидации безграмотности, началом большой работы. Появился план ГРЛО, развернулось сооружение сети электростанций, начиная с столь масштабных преобразований советское правительство не готовилось к войне, а к созиданию и мирному строительству. Народная поддержка преобразований была столь весома, что крупные белогвардейские выступления стали возможны лишь с началом иностранной интервенции. Весной 18 года войска Антанты высадились в Мурманске, японцы заняли Владивосток, французы Одессу, турецкие войска вошли в Закавказье, а внутри России начали мятеж чехословацкий корпус. На фоне иностранной интервенции вожди белых армий пошли на откровенное предательство национальных интересов. Исторический факт. Были заключены соглашения о территориальных уступках стран Антанты в случае успеха белого движения. Облачившись в одежду патриотов России, они распродавали ее оптом и в розницу в России. Гражданская война в России обернулась 4-летним кошмаром убийств, голода, эпидемий и почти полной разрухи. И неприход к власти большевиков стал источником их несчастья. Их причина — нежелание поверженных классов смириться с потерей права господствовать. Мифом является и то, что большевики начали красный террор. Неправда. Красный террор стал ответом на белый. С первых дней своего рождения советская власть стремилась предотвратить эскалацию насилия. Руководители первых антисоветских мятежей Корнилов, Краснов, Каледин были отпущены из-под ареста. Под честное слово, отказались от репрессивных мер в отношении членов Временного правительства и депутатов Учредительного собрания. Вопрос о применении революционного насилия был поставлен после убийства руководителя ВЧК в Петрограде Урицкого и покушения на Ленина 30 августа 18 года. Запад снабдил армию Колчака и Деникина всем необходимым под залог трети золотого запаса России и при условии установления либерально-буржуазного порядка, что превратило бы нашу страну в колонию. Выдержали и победили, продолжили мирное строительство. Как только Европа стала покрываться фашистской паутиной, Сталин понял, что Гитлер – это фашизм. И в 1931 году на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности он напрямую обратился к стране и сказал предельно честно: мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. И сделали то, что казалось просто невозможным. Сегодня мы находимся на переломе истории. Идет специальная военная операция на территории Донбасса. Мир меняется, он уже не будет однополярным. У нас нет другого выхода, только победа. И сейчас, как никогда, важны уроки советской истории, победа революции, ленинско-сталинской модернизации, победа в самой страшной войне 45-45 годов, подлого разрушения СССР. В апреле этого года мы отметили столетие образования нашей республики. Это вновь всколыхнуло сознание людей и показали, что Красный день жив. В апреле Великая Октябрьская социалистическая революция положила конец социальному и национальному гнетению всех народов царской России, в том числе якутского и коренных малочисленных народов Севера. Чтобы поставить на службу народа несметное богатство края, нужно было научить людей грамоте. С 22 по 52 год прошло обучение 160 тысяч неграмотных в возрасте от 16 до 50 лет. В начале 50-х годов Министерство просвещения на СССР направило в Якутию 1137 молодых учителей, посланцев русского, украинского, белорусского и других народов. Бурно развивалось здравоохранение. В 1951 году, по сравнению с 1922 годом, число врачей выросло в 30 раз. Сразу же после победы революции в ноябре 1917 года была принята Декларация прав народов России, в которой говорилось, что социализма не может быть пасынков. Каждой нации должна быть предоставлена возможность свободного развития, обеспечения равных условий, чтобы пользоваться всеми достижениями цивилизации. Учитывая повышенную потребность народов Севера в образовании, в Ленинграде был открыт специальный институт народов Севера.
Молодые энергичные руководители Якутии Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Васильев, Степан Маржаков первыми подняли вопрос перед руководителем Советской Республики о государственности Якутии в форме автономии. В их становлении большую роль сыграли большевики-ленинцы, отбывавшие ссылку в Якутии, Емельян Ярославский, Серго Орджоникидзе, Григорий Петровский. Первые руководители советской Якутии были выдающимися государственными и политическими деятелями. Они заложили фундамент строительства нашего нового общества, внесли огромный личный вклад в формирование интеллектуального потенциала развития экономики, финансов, культуры и науки Якутии. Также мы с благодарностью и почтением вспоминаем свершение руководителей республики, первых секретарей обкома партии Винокурова Ильи Егоровича, Борисова Семена Захаровича, Черяева Гаврила Иосифовича, Прокопьева Юрия Николаевича, под чьим руководством в советские годы Якутия развивалась небывалыми темпами. Октябрьская революция победила в Якутии 1 июля 1818 года, но прошло 4 года гражданской войны, прежде чем советская власть полностью восторжествовала в нашем далеком северном крае. Победили и вернулись к мирному строительству. В разгар борьбы с бандитами решался вопрос о якутской автономии. Ленин лично поддержал сторонников автономной республики, а не области. А Сталин лично руководил этим процессом. И вот 27 апреля 1922 года был подписан декрет об образовании Якутской автономной Советской Социалистической Республики. На необъятной территории Якутии начался коренной переворот промышленности, сельского хозяйства, культуры. Сущность всего состояла в том, что Якутия, бывшая до 17 года отсталой патриархально-феодальной окраины царской России, находившаяся под двойным гнетом местных эксплуататоров и царизма, превращалась в индустриально-аграрную социалистическую республику. А 30 декабря 1922 года в Москве состоялся первый съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик. Съезд принял декларацию об образовании СССР и союзный договор. Под руководством Коммунистической партии во главе Владимира Ильича Ленина было создано многонациональное советское социалистическое государство. Продолжение дела Великого Октября. В Якутии в 1951 году валовая продукция по сравнению с 2013 годом выросла в 217 раз. Алдан стал золотым Донбассом. С 1954 года началось создание мощной алмазодобывающей промышленности. Даже в трудные 20-е годы жестокие разрухи молодая советская Россия делала все возможное для создания народного хозяйства ЯССР. В республику по призыву партии приезжали специалисты высокой квалификации, лучшие горняки Урала, Украины, Казахстана, врачи и учителя из Воронежа, Тамбова, Иванова. Мощная техника подставлялась в таежной глуши северную тундру. С 1975 года началось формирование Южно-Якутского территориально-производственного комплекса, построен город Нерюнгри, построена железная дорога Амуро-Якутская магистраль по правому берегу Лены, дошедшая до Якутска. И в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны отправилась сражаться с фашистами более 62 тысяч своих сынов, республика в глубоком тылу ковала победу, став трудовым фронтом от мала до велика. За боевые подвиги 24 якутяне удостоены звания Героя Советского Союза, 1 Герой России. За героические трудовые подвиги в тылу Золотому Алдану присвоено звание «Город трудовой доблести». Дружба народов и советский патриотизм стали источником победы в Великой Отечественной войны. Продолжая мирное развитие, была создана мощная минерально-сырьевая база республики. Геологи 50-х, 60-х годов открыли на территории республики чуть ли не все элементы таблицы Менделеева. По объему финансовых средств на развитие геологии Якутия занимала 2-е место в СССР после Тюмени. Общий объем промышленного производства в 1986 году по сравнению с 2013 годом увеличится в 603 раза. Якутия стала динамично развивающимся регионом, достигнув статуса автономии впечатляющих результатов. Советская Якутия, республика, рожденная октябрем, эти годы стали самой яркой страницей жизни республики. Затеянная по инициативе Горбачева перестройка привела к геополитической катастрофе. 8 декабря 1991 года Ельцин, Шушкевич и Кравчук подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества независимых государств, наплевав на итоги референдума от 17 марта 1991 года.
Начались лихие 90-е, когда яростно уничтожалось все советское наследие, шло открытое предательство национальных государственных интересов. И наша республика, проглотив суверенитет по рецепту Ельцина, стала называться Республикой Саха-Якутия. Объявила это новой государственностью. Расставаясь с советским прошлым, переименовали Орджоникидзевский район Ханкаласский, Алексеевский в Такинский, Ленинский в Нюрбинский. Переименовались улицы. Мы отстояли переименование площади Орджоникидзе. Оказывается, этот процесс не закончился. Совсем недавно центр Чурапчи, улицу имени Карла Маркса, переименовали в улицу Павла Пеникина. Ничего не имея против великого спортсмена, олимпийского чемпиона, задаем себе вопрос, зачем бороться со славным советским прошлым, столько давшим для развития Якутии во всех сферах жизни. При чем здесь Карл Маркс? При чем здесь Карл Маркс? Это просто поступок, комментарий даже не поддается. Значит, кому-то не имеется, который спокойной жизни, объединения не желает, желает совершенно другого. Но к этому тоже придет конец. И с этими разберется история, и мы с вами. В 1991 году население республики было 1 миллион 118 тысяч человек. Закрылись поселки, предприятия, обезлюдили крайний север. Уже 30 лет не можем достигнуть населения 1 миллион человек. По количеству бедного населения мы по России в передовиках, в кавычках. Господдержка Африки сегодня 25%, остальное за счет предпринимателей. Тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты и товары первой необходимости растут. Это все на фоне заверения властей в экономической стабильности региона. Сегодня идет речь о судьбе нашего Отечества, ибо нам объявлена полномасштабная война, которая развернулась по всем направлениям. Гибридная война переросла на Украине в горячую, и мы обязаны ответить, сплотившись на этот вызов. Когда задают вопрос, почему мы проводим военную операцию, надо понимать, а как жить, если под Харьковом установят ядерные ракеты, которым до центра управления в Москве летит 4-5 минут. И просто не остается времени для принятия решений. Так что выбора у нас уже не было. В свое время по поручению Кеннеди ЦРУ была подготовлена концепция уничтожения СССР. Не ракетный ядерный вариант. Там такие пункты. Первое. Надо доказать доверчивым советским людям, что им тесно жить в одной стране, что если они разбегутся по национальным квартирам, заживут честно. Так написано у них. Это их цель. Второе. Надо сделать все, чтобы разжечь национализм и религиозный экстремизм. И в ход пошли бандеровщина на Украине. Прибалтийские лесные братья стали взрывать ситуацию на Северном Кавказе, в Центральной Азии. Были запущены для этого так называемые некоммерческие организации, целые блоки ряда СМИ. Третье. Нужно сделать все, чтобы внедрить своих агентов влияния в центральные органы управления. И мы могли видеть поведение Горбачева, Шеварднадзе, Ельцина, Гайдара, Чубайса. Каким образом можно разрушить страну и убивать ее население? Сегодня американцы разожгли большой пожар на Украине. И сегодня это все большая война между Россией и коллективным Западом. И нам надо все сделать для того, чтобы максимально локализовать этот пожар. На протяжении 8 лет наша партия оказывает помощь Донбассу. Туда ушло 102 наших гуманитарных конвоя. Наша республика шествует над городом Кировской ДНР. Ведет там ремонтно-строительные работы. В настоящее время работает группа врачей разного профиля. Проводят сложные офтальмологические операции на привезенном современном медоборудовании. И мы с честью говорим, что коммунисты республики вместе с Центральным комитетом партии уже с декабря 2014 года, оказывается, включились в работу по гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Мы туда организовали помощь, в каждом конвое участвовали, непосредственно проводили очень масштабную гуманитарную помощь. И сегодня республика ДНР очень признательна нашей республике, как одной из тех, кто первый протянула руку помощи. Здесь коммунисты, мы с вами организовали уже в 2015 году, в годы гражданской войны, благотворительный концерт «Якутия детям Донбасса», где выступили ведущие артисты с концертами в Якутске, Алдане, Нерве. Около 4000 рублей было направлено больным детям ДНР.
Да, сегодня ситуация непростая, но уроки революции и последующий опыт строительства социализма многому учат. Сегодняшняя Россия – это меньше 2% мирового производства. У объединившихся натовцев потенциал намного больше нашего. У Ленина не было ничего, кроме великой идеи и опоры на народной массы. Могучим умом, политической волей, уникальной стратегией, большой решительностью Ленин освободил страну от интервентов, провел гениальную модернизацию, реализовал план ГРЛО, добился прорыва образования и науки. Сегодня просто необходимо изучить уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации, поднявший распаявшуюся империю к вершинам космоса и великим победам. Неоднократно уже несколько раз представили план выхода из кризиса. Геннадий Андреевич лично вручил президенту Российской Федерации. Но пока решительных шагов по поддержке этого плана мы не видим, к сожалению. Бесценен опыт китайской компартии, поднявшей раздробленную страну и сделавшей ее локомотивом мирового прогресса, и опыт нашей республики, которая за короткий исторический срок из неграмотной, отсталой царской окраины превратилась в динамично развивающийся регион с передовой промышленностью, сельским хозяйством, наукой и культурой, также бесценен. За последние годы наша республика, партийная организация, нарастила свой внутренний потенциал. Несмотря на почти двухлетние пандемийные ограничения, мы стали чувствовать большую поддержку людей. Об этом говорят итоги выборов разного уровня. В 2021 году мы одержали безоговорочную победу на выборах в Государственную Думу. И это нужно нам доказать населению очень большой практической работой. В этом году на муниципальных выборах нам удалось сохранить достигнутый ранее. Мы держим руку на пульсе жизни всей республики. И сейчас, готовясь к столетию образования СССР, мы объявили прием партии. Рост наших рядов нужен всем, чтобы сплачивать, объединять все лучшее, что у нас есть. Только так, сплачиваясь, объединяясь, наша партия и левопатриотические силы победят, и мы к этому готовы. Да здравствует 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Улучшим нашу работу по выполнению заветов октября. Спасибо за внимание. Так, дорогие товарищи, продолжаем наш вечер торжественный. Ну, по традиции, значит, после доклада мы вручаем партийные комсомольские билеты и награды нашим юбилярам и отличившимся. Ну, прежде всего, товарищи, мы должны поздравить, немножко с поздравим, конечно, у него вообще-то юбилей, значит, был 18 июня этого года, 75 лет. Это наш, всем хорошо известный Валерий Валентинович Стефанский. Вот, разрешите поздравить его и вручить награды. Верим в наш методичек в истории не только авиации республики, но и целым республики. Он сегодня не просто, я его фотографом не называю, он художник. Он очень активный человек, который с нами вместе на всех мероприятиях, протестных акциях участвует и, более того, пропагандирует, какие мы решения принимаем и как они выполняются. Огромное спасибо. Здоровья тебе. Решим вручить наши небольшие награды. Валерий Валентинович награждается памятной медалью ЦК КПРФ во знаменование столетия образования СССР. Внимание, внимание, снимаю. Так, подождите, и привезла. Валерий Валентинович, вот наши слова здесь официально. Спасибо. Общественная деятельность. У нас
вручается почетная грамота за собрание. Решением Государственного собрания УКМ за заслуги в области социально-экономического развития Республики Саха-Якутия почетной грамоты с включением золотого знака вручается и награждается Саба Виктор Алексеевич. Виктор Алексеевич, членный секретарь партийного, очень активный член горкома, райкома, очень активный коммунист, который вообще каждый день что-то пытается и делает практическую работу для выполнения программы Компартии. Виктор Алексеевич. Золотой знак. Золотой знак почетной грамоты высшей законодательной власти республики. Виктор Алексеевич, ветеран партии, очень активный наш коммунист. Кстати, он предложил известное его критическое замечание о том, что в партийном билете убрали слово «партия», «ум, честь и совесть нашей эпохи», которая стояла в партийных билетах Советского Союза. И я его вот эту мысль критическую довел в Хабаровске на дальневосточном семинаре до Дмитрия Новикова и других руководителей партии. Пусть думают, надо возвращать это, как говорится, ленинское выражение. Уважаемые коммунисты, большое спасибо за доверие. Я два слова хотел только сказать одно. Я, как единственный сын своего отца, участника Великой Отечественной войны, дважды награжденного медалями за отвагу, коммуниста, и который писал в своем заявлении, которые слова у меня по жизни со мной идут, при вступлении в КПСС за светлое будущее. Просто и емко. И до конца этот долг свой исполнен. Поэтому у нас, коммунистов, и у меня, в том числе, нет другого пути, как бороться за светлое будущее наших детей, внуков, матерей. Я думаю, нам отступать не будем, только идти вперед. Вручается партийный билет вновь вступившего в наши ряды Павлову Алексею Николаевичу, активному комсомольцу, который пожелал вступить в нашу партию. Весовую аппаратуру с собой. Вот активное поручение офицеров. Поздравляю. И у нас еще получается комсомольский билет. Асканова, Алина Адамовна, Алина. Еще раз поздравляем всех награжденных и вручение билета. Смело растет. Так что партия продолжает развиваться. Так. Теперь, короче, у нас выступает Мухат Анатольевич. Сейчас мы предоставим слово заслуженному артисту нашей республики Дмитрию Дмитриевичу Тихонову. Вот он сейчас споет нам несколько песен. Здравствуйте, Николай Стас. Бұл бес сылының толғытынан игілісіне ғана келі, онда қырмызғаны арды бері көрген жүргеш бері, ескерілі жегітірін түбегі дәуі сүрін үлгір болды. Бұлатықтан террористің тесірәсіне бар, басыры от бұла советкайын, Платоновскай тұлғылығыз, оны оригиналдан толыр болды. Платоновский был Москва 1900
Çirbalta Allah'a aksan yürü de olsun yürü burada. Ondan üreten, bastı üreten Allah'ına Fyodor Kalinov'un sabah muhtemelen törükte evet mızgağınlık Teyit o sözü kalktı Allah'a Sakarya Konkolumu'na yenge kıyafet ondan öte beni törük bir Allah'da olur bunlar. Ondan beni bilir bu Allah'ın bu Allah'ın rangi yanında Fyodor Kalinov'un Teyit o sözü bir Allah'a Körmüşü demiş ettiğim Türk'ün sonra karşı soruyu onu bile bir kez. Anca para vasıflarıyla arayınavın işleyen görülebildi. Türkiye'de ürettiğimiz izleyen anlatıların bir yapmış yok. Onun böyle işleyen Benim sözlerim gülen nafile Sevilen sevilen Allah'ım Sevilen gülen Sevilen Ölüm başta Varlık kanır kardeşinde Varlık var Oylan Mevlamı seyreke Oylan Mevlamı seyreke Mevlamı seyreke Allah'tan Allah'a bilmem Allah'ın hakkında Hamza'nın hayrın Dünyamlar Александровна Беляват, священная война Европа, он икки гимни, Советский Союз гимнин, он Россия гимнин службы автор был Александр Александров. Aleluia,
оженилом, слепые стороны, Приготовьте партизан, слепые стороны, Приготовьте партизан. Не понятно никогда, партизанские отряды занимали города. Партизанские отряды занимали города. И останутся как сказка, как манящие огни. Штурмовые ночи сказка, волосяя сияние. Штурмовые ночи сказка, волосяя сияние. Разгнали домой, догнали воевод, и на тихом океане свой закончили поход. И на тихом океане свой закончили поход. Революция средства трудного комсомольского года. Но комсомолда коммунизм. Он собрала комсомолова. Комсомольцы 20-х годов, разумеется. Это песня написал моего старший товарищ по работе, фольклорист Петр Попов. Он известный мелодист Трофим Семенов. Этой песней я в 1970 году, когда работал в Жиганске, стал лауреатом республики. Пожалуйста, теперь слушайте. Come on,
нервия. Он Палатен балагатен деги далибит бана дровой болахын юнун вела болахын бо сана балас күшөндүк орогайын елмеги олдук багалап дейята сылдырын Слово предоставим Комсомолу. Пожалуйста, слово. Добрый вечер, дорогие товарищи. Дорогие друзья, мы отмечаем с вами величайший праздник в истории нашей Родины, который дал старт радикальным изменениям, скачок развития общества во всем мире, во всех его отношениях. Это день 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Наше с вами достояние, величие, которое нас сегодня объединяет и ведет нас вперед. Мои соотечественники, на протяжении всей своей истории наш многонациональный народ всегда отвечал на вызовы времени подвигом. На полях сражений гражданской и Великой Отечественной войны, на ударных стройках, науки и покорения космического пространства народ всегда был в авангарде борьбы и труда. Мы высоко ценим заслуги наших дедов и отцов, бабушек и матерей. В разные годы они с достоинством поднимались на лозунги «Все для фронта, все для победы, даешь вам ударные стройки, ударные темпы». Сегодня немногие остаются верны коммунистической идеологии, но и многие стремятся быть достойными подвигов своих великих предшественников. Проявляя себя во всех сферах деятельности, современники показывают себя в спорте, в творчестве, в воспитании молодого поколения, в борьбе за права, самосовершенствовании и подготовке. Встречая новые вызовы, как и в далеком 41-м, современная молодежь помогает военнослужащим и их семьям, идут добровольцами, собирает гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донбасса и Луганска, принимая участие в борьбе с фашизмом в ходе специальной военной операции. Друзья, с праздником вас 7 ноября, с Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Желаю вам крепкого, как сталь, здоровья, комсомольского задора, верности своим идеалам и стойкости в борьбе. Продолжим подвиги наших дедов и отцов. Жили во имя воплощения идей, в войне врага народом сокрушили, а после до космических высот поднялись мы, и с нами мир считался. Сейчас сложилось все наоборот, когда союз предательски распался, как будто в окружении живем, где каждый норовит поддеть, обидеть, с чем с каждым днем справляемся с трудом. Так нас враждебный мир весь ненавидит, любая сявка вякает на нас. В СССР такого не бывало, боялись заявлений даже ТАСС, а добрых дел сколь сделано немало. Поэтому столетие СССР КПРФ с народом отмечает, в чье возрождение ты, товарищ, верь, ведь это жить народу помогает. Спасибо. У нас на связи Алданский райком. Слово сейчас мы предоставим Розе Васильевне Солнышкиной, народному депутату Госсобрания Туман, многие годы возглавляющей местное объединение Алданского района. Пожалуйста, Роза Васильевна. Товарищи, примите самые горячие, искренние поздравления с нашей выдающейся, замечательной датой 105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И я бы хотела свое короткое выступление начать с того, что я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. То есть мы все из того времени, из той страны, которая называлась
Союз Советских Социалистических Республик, людей, востребованных обществом, народом. И каждый из нас, конечно, был на своем ответственном посту во имя идеалов социализма. И вот как сегодня было радостно слушать маленьких ребятишек, которые так вдохновенно читали стихотворения. И вот я сегодня в соцсетях нашла редкое стихотворение Агнии Барто. А на севере, где снег, где морозы лютые, встали утром раньше всех мальчики якуты. Сколько снегу намело, но флажками расцвело зимнее село. И глядит с календаря день 7 ноября, красное число. И еще я бы хотела напомнить нам всем 7 ноября 1941 года, когда на подступах к Москве стоял враг. На Красной площади столицы прошел военный парад. И не было во всем мире в этот день важнее новости. Русские маршируют. Так начиналась победа в Великой Отечественной войне. Так показала история. И заканчивая свое выступление, я бы хотела немного рассказать, как же алданские коммунисты встретили 7 ноября 2022 года. Встретили они автопробегом с красными знаменами по улицам Алдана. А в 12 часов произошла интересная встреча с детьми и с работниками Алданского детского дома. Он сейчас немного по-другому называется. Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они пригласили меня как ветерана труда, как работника, который проработал 25 лет вот в этом прекрасном, замечательном детском учреждении, и где я детям нынешнего поколения рассказывала о том, что же мне дал Октябрь. А Октябрь мне дал мою судьбу, лучшую на свете. Я получила прекрасное образование, воспитание, была востребована нашим общественным строем, советским строем. И, конечно, все вот эти вот годы были отданы и образованию, и воспитанию подрастающего поколения. Еще раз примите мои искренние поздравления с этим замечательным праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья, мира и благоденствия. Спасибо. Наше следующее музыкальное поздравление. Мы предоставляем слово лауреату всевозможных конкурсов Валерию Стефанскому, аккомпанирует заслуженной работы культуры Республики СНХ Борис Корниенко. Пожалуйста. Со своим другом Борисом Николаевичем Корниенко, с которым поем уже более 40 лет вместе на сцене. Я уже 50 лет пою на сцене клуба имени Гагарина. И я думаю, что песню, которую мы сегодня для вас хотим спеть, как настоящих сыновей и дочерей российского и советского народа, не остуди свое сердце, сынок. Есть городок на огромной планете, ночью далече 4 огня. Это отсюда давно на рассвете перепроводила в дорогу меня. Вижу тебя, побледневшей строгой, скорые руки, белый платок. Тихо сказала ты мне на дорогу, не остуди свое сердце, сынок. Тихо река мне тогда повторила, чистое поле вдали обдарила веткой березы.
качну подгорюра, не стыди свое сердце, сынок. Эти слова незабвенные слова, сколько кончалось снегов и дождей, сколько встретил на дальних дорогах добрых людей и недобрых людей. Все в этом яростном мире просто, вот уж и мне залило весов. Вспомнил я вдруг ожидающе остро, не стыди свое сердце, сынок. Тихо река мне опять повторяет, чистое поле вдали повторяет, веткой береза качнув повторяет, не стыди свое сердце, сынок. Небо я лес, замерзал я под снегом, ежевой выходил из огня. Вот и зажглась запасная нежность, словно подснежник в душе у меня. Блудный твой сын, твой мальчишка упрямый, ходит по свету в обмотках дорог. Ходят по свету слова твои, мама, не остыди свое сердце, сынок. Тихо река мне опять повторяет, чистое поле повторяет, веткой береза качнув повторяет, не остыди свое сердце, сынок. Тихо река мне опять повторяет, чистое поле вдали повторяет, веткой береза качнув повторяет, не остыди свое сердце, сынок. Геннадий Алонов, первый секретарь Кусалганского местного отделения. Пожалуйста, Геннадий. Здравствуйте, товарищи однопартийцы. Слышно, да? Слышно, Геннадий. Слышно. Хорошо. Ровно 105 лет назад началась настоящая жизнь для простого народа. 105 лет назад началась лучшая жизнь для всех народов мира. За время правления коммунистической партии простой народ первым полетел в космос. Все боялись нашей армии. Наши спортсмены начали завоевывать золотые медали олимпийские. Простые рабочие каждый год ездили на курорты по всему миру. Все были равны. У всех была работа, бесплатное образование и медицина. И все верили в будущее. Поэтому всех поздравляю с праздником Великого Октября, Великой Российской революции. Еще раз здравствуйте, дорогие товарищи. Представляем, я по-якутски. Кухарагатан улы октябрь сүйіс бет кылынан усалттан коммунистерин адыктан өстөтөгүн ити истен агарды. Барабы тәнияты тапчыкланы соғыйыны, оғанна әйе, үле, жол, гарбытыны бар болдun ден бағарабы. Мейлі бүгін гражданский секретарь боя Гаврил Васильевич Егоров памятнига Себекиже бете уртубут бәйбит ага талашты бұтын бірияға бейсан алақша бұтын рағаделәді бит. Оннаттан бұл кәлен әйгені тұттай әне бұл кәпітін ұлқыса олырып. Наған оттан бары жаллақты eğlendi, biri siz bitiler, tüm bitiler, ben buldum diye bağlan ardın dileğinde. Şeref
с великим праздником Великого Октября 105-летием. Слава Великому Октябрю! Все у нас. Все, спасибо. Успехов, Геннадий, успехов коммунистам, патриотам всем передать привет. Сегодняшний вечер – это совершенно правильно. Тяжелое время. Мы понимаем, что это не увеселительное мероприятие, которое мы сегодня проходим. Некоторые проводят там празднуют, поднимают рынки и так далее. А мы сегодня проводим мероприятие, которое дает нам физические и моральные силы в этом не только выстоять, а победить. Поэтому мы очень благодарны партийной организации, патриотам республики, всем тем, кто сегодня понимает, что будущее только за социализмом и народовластием. Так и будет. Разрешите мне, прежде чем объявить закрытым собранием, мне сделать такое объявление. Состоялось 15 октября состоялась отчетно-выборная партийная конференция города Якутска. Первым секретарем избран Сава Михайлов. Он находится на фронте. Вот мы здесь с вами, вот там защищаем с оружием в руках. Давайте поаплодируем. Вторым секретарем избран Вячеслав Макаров. Он сегодня первый секретарь комсомола, второй секретарь Якутского городского комитета партии. И секретарь городского комитета партии наставник Никита Иванович Ломанов. Пожелаем успехов, а мы закрываем наше торжественное собрание, посвященное 105-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Но борьба продолжается и усилится. Победа будет. Утреннего стяг в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.